Небывалая засуха нанесла серьезный урон кормозаготовительной компании в Якутии. Далее наш эфир продолжит брифинг. Узнаем актуальную информацию о сенокосной компании и объемах заготовки кормов в регионе. Ну, как вы знаете, сегодня в республике сложилась чрезвычайная ситуация в связи с пожарами и засухой. Ситуация очень сложная по кормозаготовке. Сегодня, по нашим данным, в 11 улусах республики сложилась очень сложная ситуация по кормозаготовке. И у нас план, доведенный муниципальным образованием по республике по заготовке сена, составляет 457,5 тысяч тонн, силоса 26,8 тысяч тонн и сенажа 14,7 тысяч тонн. Сегодня по предварительным прогнозам мы посчитали, что план будет выполнен только в размере где-то порядка 79%. По всей республике. И вот особенно сложная ситуация сложилась вот из этих 11 районов в 3 муниципальных образованиях. Это Усть-Алданский район, прогноз всего составляет 46%, Томпонский район, всего составляет прогноз 41%, и Аймеконский район 52%. А в остальных улусах порядка от 60 и до 75% от прогнозного плана. Поэтому, учитывая всю эту сложную ситуацию, и как нам говорят, что и август месяц будет засушливым, наш глава республики Арсений Сергеевич подписал сегодня указ о введении чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований нашей республики. В связи с этим, правительство республики будет отрабатывать с правительством Российской Федерации по оказанию помощи в данной ситуации. Это первое, потому что вчера на совещании у председателя правительства Мишустина было данный вопрос озвучен нашим главой республики Арсением Сергеевичем. И сегодня Министерством сельского хозяйства было проведено совещание на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о трудной ситуации по кормозаготовке в республике Саха-Якутия. Хотел бы отметить, что мы совместно с Министерством сельского хозяйства побывали практически во всех муниципальных образованиях, в которых сложилась сложная ситуация, и приняли ряд таких оперативных организационных мер. В том числе хотел бы отметить создание мобильных бригад в отдаленных участках и в муниципальных образованиях, и в других муниципальных образованиях. На это в текущем году в программе сельского хозяйства предусмотрено 34 миллиона рублей. И сегодня мы посчитали, не хватает еще порядка 5 миллионов рублей на создание мобильных бригад. Это первое. Второе, мы сегодня прорабатываем вопросы с нашими соседями из других субъектов Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа, это с Магаданской областью, с Амурской областью и Забайкальским краем. Например, хотел бы отметить, что у нас сегодня есть договоренности со стороны Томпонского и Аймеконского района о заготовке сена в Магаданской области, порядка 1250 тонн, и порядка мы планируем в общей сложности до 25 тысяч тонн завести извне республики. Большую долю, конечно, здесь возьмет Амурская область. Уже есть договоренности с рядом районов Амурской области. И сегодня глава муниципального образования Усть-Алданский район Федотов Алексей Васильевич находится в Амурской области, договаривается с хозяйствами Амурской области о заготовке и приобретении сена на данной территории. Далее в Амурскую область у нас планируют еще поехать Чураптинский, Мегино-Кангаласские районы. Делегация во главе с председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко буквально сегодня тоже вылетает в Амурскую область. Будем вести переговоры о поставке, кроме сена, еще комбикормов и других видов, корма на территории Республики Саха-Якутия. В принципе, сегодня принимаются определенные меры для выхода из данной ситуации. Считаю, что мы должны выйти на тот уровень, где более-менее нормально перезимовать зимовку.
Это был брифинг по кормозаготовке. Продолжим выпуском новостей. И вот главные темы. Засуха стала причиной низкого травостоя. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии. Совещание с главами районов и городских округов провел сегодня премьер правительства Андрей Тарасенко. Какие темы обсуждали? Подростки Хангаласского улуса сами зарабатывают себе на школьные принадлежности. В районе реализуется проект по летнему трудоустройству. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии из-за низкого травостоя и засухи. Соответствующий указ подписал глава региона Айсан Николаев сегодня. Засушливая погода препятствовала росту травы в Мегино-Хангаласском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Тампонском, Алекминском, Аймеконском, Чурапчинском районах и городе Якутске. Главам этих районов рекомендовано принять исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи, создать комиссии по обследованию сельхозугодий и представить документы о проведении обследования в Министерство сельского хозяйства республики. Перейдем к лесопожарной обстановке. 144 природных пожара действуют в Якутии. За сутки ликвидировано 7 на общей площади свыше 9 тысяч гектаров. Сложная обстановка сохраняется на территории 10 районов, где фиксируют 125 очагов. Борьбу с огнем ведут более 2000 человек и 270 технических средств. Группировка сил увеличилась на 220 человек за сутки. Снижение уровней воды отмечают на реке Индигирки. Сегодня уровень остановился на отметке 583 сантиметра у села Бор-Сысы в Момском районе. Напомним, максимальный рост зарегистрировали накануне вечером. Это 599 при критической отметке в 600 сантиметров. В связи с этим в селе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтопило дворовые участки 2 жилых домов. 3 граждан разместили у родственников. Позже, когда начался спад, они вернулись в свои дома, рассказали в ЕДДС. В Момском районе продолжает действовать режим повышенной готовности. Совещание с главами районов и городских округов провел сегодня премьер республики Андрей Тарасенко. Обсуждали повышение качества первичной медицинской помощи в поселениях, вопросы взаимодействия Центра управления регионом с органами местного самоуправления, организация перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид и ход завоза грузов в навигацию. Одной из главных тем совещания стала реализация новых механизмов поддержки агропромышленного комплекса. Мы аграрная республика, и нам важно, чтобы в действительности сельское хозяйство сегодня было поднято. И, соответственно, мы поднимаем индивидуальное хозяйство путем снижения вот тех затрат, которые сегодня люди несут. То есть помогаем. Государство помогает для того, чтобы люди были заняты, чтобы они зарабатывали деньги на своем индивидуальном хозяйстве. Поэтому мы поддерживаем, даем помощь, обеспечение в этой части и, соответственно, контролируем, как эта помощь дошла до каждого. Жеребьевку по распределению разрешений на добычу копытных сегодня провели в Якутске. Такая процедура проведена в связи с превышением количества поступивших заявок. На столицу по результатам зимнего маршрутного учета выделено всего 2000 квот на косулю. К слову, это была первая жеребьевка за 4 года. До этого на косулю никогда не было квот. Всего охотники подали 22 заявки. Общереспубликанская жеребьевка состоится 1 августа в прямом эфире на сайте Минэкологии Республики. По поданным заявкам, получается, у нас подало 15 заявок, подано на вид без полового признака, будет разыграно между ними, и 7 человек подали на косулю до 1 года. Среди них будет разыграна эта лицензия до года. Те, которые заявления были поданы по государственным услугам через госуслуги, для них будет отдельно розыгрыш осуществляться в прямом эфире по телевидению, как и в прошлый год. Вторая средняя школа в Усть-Нере введена в 1974 году. За прошедшие почти полвека не подвергалась ремонту, разве что свайное поле. В марте этого года директор школы заключила с проектно-промышленным институтом строительства в Якутске договор на обследование состояния здания. Поводом послужила обеспокоенность внешним видом фундамента. Эксперты обследование провели. Заключение экспертной комиссии будет готово недели через 2. Сваи повреждены, там защитный слой уже отслоилась, арматура заржавели. Соответственно, нужны проектно-сметная документация на усиление фундаментов.
Надо воду в планировку сделать, чтобы вода все куда-то на реку или куда-то отвезти. Наверное, это проблема всей мира, наверное, да? Подростки Хангаласского улуса сами зарабатывают себе на школьные принадлежности. В районе реализуются проекты по летнему трудоустройству школьников. Ребята благоустраивают территории, помогают пожилым и развлекают малышей. Подробности у Виолетты Засимовой. Море волнуется 2, море волнуется 3, как спайдермены, замри! Вот уже на протяжении 10 лет в Хангаласском улусе реализуется республиканский проект «Лето с друзьями». В рамках проекта подростки в возрасте от 14 до 17 лет проходят обучение в школе вожатых, получают сертификат и затем в течение одного летнего месяца ежедневно выходят на детские площадки города или поселка, чтобы развлекать беззаботную малышню. Играем в зомби, заморозки, гуси-лебеди, ну, всякие такие игры. Нынче в проекте участвуют 35 школьников города Покровска и поселка Махсагаллох. Для них установлен щадящий режим труда – 2 часа в день. За месяц работы они получат заработную плату в пределах 12 тысяч рублей. Часть зарплаты обеспечивает район, другую часть – Центр занятости населения. И плюс к этому у нас еще есть один проект, дополнительный другой «Рука помощи», в котором подростки оказывают адресную помощь пожилым. Помощь пожилым нынче оказывается в селе Синск. К этому привлечены 15 подростков. Всего в районе проектом летнего досуга детей охвачено 50 школьников. Свой проект по летней занятости подростков также реализует Покровская средняя школа номер 4. Более 10 лет образовательное учреждение сотрудничает с предприятием «Хангаласский гастрой». Ежегодно набирается определенное количество школьников, которые выходят на благоустройство микрорайона Кылбастах. Мы занимались много чем. Поливали цветы, помогали в школе. То есть девочки мыли какие-то парты, возможно, в школе, стулья. Также мы красили детскую площадку, ну и, конечно же, убирали мусор на улице. Они работали с 9 до 12 часов. Такой график работы был ежедневно, без выходных, все 21 день. Нынче работы по благоустройству микрорайона длились с 10 по 30 июня. По окончанию все подростки получили заработную плату, в среднем по 10 тысяч рублей. И снова часть зарплаты компенсировал Центр занятости населения района, остальную часть – партнер проекта «Хангаласский гастрой». Виолетта Засимова, Василиса Прокопьева, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.